Вопрос, задаваемый вопрос. Имела ли наша щенская государственность в древности связи с морскими державами? Пожалуйста. Я, пожалуй, наверное, начну, поскольку вопрос был задан о древности. Возьмем, например, 13 век, Митанийское государство, которое было разрушено между усобицами, а создана она была в 17 веке до нашей эры. Потом 13 век, как я уже сказал, по 9 век эти земли назывались Урш-Атера, то есть разробленная земля. 13 век Троя погибла от ударов, значит, эллинов. В 13 году, в 13 столетии до нашей эры, Рамзес, египетский царь молодой, фараон, пошел на хаттов. Хаттское государство как раз и граничило Средиземноморским бассейном. Надо сказать, что в этом столетии, именно 13-м, через, значит, Средиземноморской бассейн этруски дошли до Италии. И была создана государство. То есть Италия в начинании свое уже этрусской идет корни. Этруски, туски, это башковитые люди были. О всех племенах, которые я сейчас говорю, государства, это нашеязычные были. Вот. Малая Азия – это Лидия, Фригия, Италия. Ну и Средиземноморской бассейн, значит, Пелопоннеса. Вот. Я напомню вам, что в 9 столетии до нашей эры вождями был создан Урарту. Но Урарту, она была создана из 4 крупных племен, как Аларвади, Наири, Сайсперия и Матиану, то есть, впоследствии который стал Матиана, Нохч Матианом. Это вокруг озера Вана, озера Урмия и так далее. Ведь Аларвади, если так сказать, занимали всю центральную часть Араратской долины. Впоследствии Геродот напоминает нам, что это Саки. Сака, значит, с персидского даже «моя земля», Сака, Каш, Са и так далее. То они доходили до стен Китая. Вивьен, значит, утверждает, что Аларвади владели даже районами Алазании. Вот. Сегодняшние петроглифы нам говорят о том, что 5000 лет еще назад владели, значит, и берегами Каспии, Баренцевым морем, Эгейским морем, Средиземноморским бассейном вообще. Дальше, значит, Черноморским бассейном. То есть вот эти петроглифы, которые на каждом шагу у нас на историко-архитектурных камнях, то такие петроглифы мы можем встречать по всему Кавказу, Средней Азии и так далее. Крито-Минойской эпохи, так, более 5000 лет. И тут тоже следы нашей цивилизации идут. В районе Китая тоже. Петроглифы все. Сегодня мы, очевидно, знаем, что петроглифы, которые находятся даже хотя бы Аргунский музей-заповедник, это включает в себя 5 районов нашей республики, то сегодня мы видим в индийских храмах, индийских строениях даже наши петроглифы. Не индийцы же нам его завезли сюда, и не монголы, и не узбеки. Это отсюда шли арийцы. Оттуда шли арийцы. Вот они и распространили это древние знаки, которые, значит, никто сегодня не может расшифровать. Мы сегодня имеем в запасе более 1500 петроглифов. Это надписи на камнях, вот, которые ни один человек не может раскрывать, расшифровать, то есть. Вот. Сегодня нам предстоит грандиозная работа. Наши племена пошли отсюда, с Кавказа, через Волгу, через Дон, в Европу, обогнули Европу. Даже в II веке, значит, до нашей эры, нам упоминают авторы античные, что в Крыму были замечены аланы, то есть
в сегодняшней Украине тоже, и в Европе тоже. И в II веке до нашей эры аланы зашли через Европу, даже Африку Северную. Понимаете? Возьмем, например, сегодня IV век нашей эры, это гунское нашествие, значит, в Европу. Каждый народ хочет присвоить его своим, но он и был из Идолхи, то есть из Волги. Ему было дано, значит, титульное звание Аттилла, но звать его было, значит, Эйдамир, сын Эздамира. Вот, 96-летний, значит, старец косил всех подряд в Европе. И самым заветным мечтой было: мы покорим всю Европу и создадим вождей своих там. И народы будут жить все вместе, смешанно. Тундук.